Селям алейкум, здравствуйте! В эфире программа «Ачехлав» и я, ее ведущая Эльвина Меметова. Совсем скоро, 21 ноября, мы отметим Всемирный день телевидения, который был учрежден 22 года назад. И в канун такого праздника мы решили посвятить нашу программу именно этой теме. В современном мире телевидение – это символ связи и глобализации. И у нас в гостях генеральный директор телерадиокомпании «Милет» Эрвин Мусаев. Селям алейкум, хош келдіңіз. Эрвин Казимович, скажите, насколько важен телеканал «Милет» для крымско-татарского народа и для Крыма в целом? Ну, наш телеканал был создан в 2015 году как раз с целью сохранения и развития культуры крымско-татарского народа. Также мы в свою работу включаем республиканскую повестку, чтобы до своего телезрителя доносить информацию о событиях, которые происходят на территории полуострова и за его пределами. В современном мире на сегодняшний день мы можем утверждать, что телеканал «Милет», он помогает развиваться крымско-татарской культуре, а также нашим телезрителям изучать родной язык. И, конечно, многие наши передачи выходят на родном языке. Также многие наши передачи посвящены различным сферам жизнедеятельности Крыма, полуострова, жизни республики и помогают расширить нашему телезрителю кругозор и донести самую интересную и объективную информацию. А какие достижения у нашего телеканала? Чем мы сегодня можем похвастаться, гордиться? Ну, у нас действительно достижений много. Это работа и в документальном кино. Вот буквально недавно к 25-летию телеканал подготовил одночасовой документальный фильм о жизни университета, как все начиналось, как продвигалось. И этот фильм нашел в широких массах огромное количество положительных отзывов. Это отмечали и министры, и обычные люди. Да? То есть фильм действительно стал популярным и показал, как Февзий Кубович Якубов, основатель университета, проделал колоссальную работу для своего народа, для своей республики, как он начинал, как университет становился, и раскрытие этой всей правды, этой всей информации, потому что многие уже забыли, с 25 лет это все-таки немалый срок, но именно этот фильм раскрыл воспоминания, или кто об этом не знал, донес информацию, как все было и как это было трудно, но все-таки университет достиг успеха, и вот как раз, например, наш фильм является ключевой точкой в 25-летии университета в раскрытии информации о жизни университета. Да? И, к примеру, такие фильмы, мы уже их делали в нашей копилке более 10 таких фильмов, раскрывающих жизни учреждений или каких-то организаций, их становления, развития. И вот такие фильмы помогают как раз нашему телезрителю получать достоверную информацию. Также один из любимых моих проектов – это «Хаберы», которые несут достоверную, объективную информацию о жизни полуострова до нашего телезрителя. У нас очень много интересных, развлекательных, культурных передач на родном языке, которые знакомят с Крымом. Мы знаем, что телеканал «Милет» существует 3 года. За это время насколько увеличились рейтинги телеканала и все-таки в чем успех нашего телеканала «Милет»? Ну, действительно, мы начинали с нуля. Сегодня телеканал, можно сказать, вошел в каждый дом. Все с удовольствием смотрят наш телеканал. Мы за 3 года вещаем в аналоге, в цифровом вещании и вышли уже 2-й год, вещаем на спутнике. И тем самым мы доносим информацию о жизни крымских татар, о жизни полуострова далеко за его пределы, потому что на том спутнике Ямал, на котором мы вещаем, он охватывает практически все страны СНГ. Эрвин Казимович, что на сегодняшний день интересно крымско-татарским зрителям и зрителям других национальностей, которые утром, вечером, днем включают наш телеканал? Ну, я знаю, что многим нашим телезрителям очень нравится наша «Саба», потому что оно очень колоритное, интересное, насыщенное культурой крымско-татарского народа. И вот эта изюминка делает наша «Саба» очень интересным для всех телезрителей, вне зависимости от национальности, возраста. Также, как я уже говорил, наши «Хаберы», они очень интересно идет подача информации о жизни полуострова, тоже очень пользуются большой популярностью среди населения. Также мы в «Хаберах» озвучим многие социальные проблемы жизни крымчан, крымских татар, и тем самым, как бы, затрагивая такие важные вопросы жизнедеятельности обычных граждан, мы также поворачиваем телезрителя лицом к телеканалу.
Вы уже начали говорить о некоторых проектах, а помимо того, что вы сказали, какие проекты еще мы сегодня полноправно можем назвать самыми востребованными и популярными? Очень нравятся телезрителю такие передачи, как «Яйла Бурлю», «Чахладжи Лайф», которые, с одной стороны, эти передачи являются музыкальными и несут культуру крымско-татарского народа, с другой стороны, они очень развлекательные, позитивные и настраивают нашего телезрителя на хороший день, на хорошее настроение, и вот создают такую неповторимую атмосферу именно благодаря нашей изюминке, нашей крымско-татарской культуре. Музыка у нас очень интересная, богатая, разнообразная. И это все создает такую неповторимую атмосферу для нашего телезрителя. Скажите, а смотрите ли вы телеканал «Милет»? Хватает у вас времени на это? Это моя основная работа. Я смотрю телеканал, у меня всегда включен телеканал и на работе, и дома. Я просматриваю, потому что, к сожалению, у нас бывают какие-то, может, ошибки, где-то приходят новые идеи, где-то что-то доработать, где-то что-то переставить там в интерьере, где-то усилить какие-то передачи. Поэтому я всегда смотрю, просматриваю, и мы проводим работу над ошибками. Ну вот так, если сказать, нравится ли вам работа сотрудников? Все ли устраивает? Конечно, да. Полноценно передаем? Очень хороший коллектив, мы большая дружная семья, мы вместе и работаем, и отдыхаем, и решаем сложные задачи, и идем вперед. Темп у нас хороший, это очень нас радует. Хорошо, какой процент составляет продукт собственного производства? Ну, к сожалению, мы не можем еще полностью перейти на собственное производство, и ни один телеканал не существует только собственным производством. Конечно, мы закупаем много сериалов, фильмов, которые дополняют нашу сетку вещания. Вот тогда расскажите про обновление контента. Как вообще происходит закупка фильмов, сериалов, других проектов? Вообще на что идет упор, как этот выбор обосновывается? Ну, во-первых, мы многие фильмы и мультфильмы переводим на родной крымско-татарский язык, чтобы повысить знания языка нашего телезрителя и максимально его порадовать вещанием на родном языке. Также мы сейчас делаем акцент на закупку контента, который произведен в близких по культуре крымским татарам стран. То есть это мы сейчас ведем переговоры и с Узбекистаном, уже с Казахстаном что-то мы закупили, вот, чтобы это было интересно и близко к нашему телезрителю. За 3 года можем ли мы уже стопроцентно определить аудиторию целевую нашего телеканала? Наша целевая аудитория – это крымские татары. Мы были созданы для того, чтобы крымские татары смотрели наш телеканал, интересовались жизнью на полуострове. Вот. Но за счет колорита мы охватываем большую часть населения полуострова. То есть это люди разных национальностей, которым действительно очень интересен наш телеканал за счет вот нашей такой изюминки, нашей культуры, колорита, который пронизывает такой нитью все наши передачи, все наши программы, новости и так далее. В начале программы мы с вами затронули такую тему, что телеканал «Милет» помогает развиваться крымско-татарской культуре, а также изучать родной язык. И потому сейчас предлагаю посмотреть нашу рубрику, в которой сегодня наши телезрители узнают новую порцию слов на родном языке. Прошу. Мерабанус урметли телесерджилер. Здравствуйте, дорогие телезрители! Миллионы людей отдают просмотру телевизионных передач большую долю своего свободного времени. Ведь телевидение – это самая массовая, обладающая огромной эмоциональной силой трибуна. Можно смело сказать, что это не просто средство массовой информации, а целое искусство. Кстати, ежегодно 21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. И в сегодняшнем выпуске «Анатолия» мы ознакомим вас с этой темой. Итак, телевидение на крымско-татарском, телевизион, телекурюп, средства массовой информации, кутлеви, хабер васталара. Передачи телевидения посвящены самым различным тематикам. Они всесторонне освещают все без исключения области окружающей нас действительности. Передача на крымско-татарском «Яен». Студия. На нашем крымско-татарском телеканале «Милет» ежедневно транслируются интересные и познавательные телепрограммы. Транслироваться трансляция «Этельмек Яйнуанмах».
Вы можете узнать о последних событиях в Крыму в выпусках новостей или Хаберлер, отдохнуть, просмотрев любимые сериалы и развлекательные программы, или Эглинджи Яйнуара, Эглинджеле Яйнуар. Отдельное место имеет прямой эфир. В этом случае все естественно и монтаж исключен, ведь съемка происходит в тот момент, когда его снимают. Кстати, съемка на крымско-татарском «Чекиш», «Чекюв», «Чекме», «Чехаров», «Чехарма». Прямой эфир «Джано Яен». Телевидение является наиболее уникальным и оригинальным способом вещания, сочетающим в себе возможности визуального и звукового сообщения. Вещание будет Яйнуав Яйнуама, визуальное сообщение Корульме Бальдарева, звуковое сообщение Давуш Бальдарева. Пожалуй, было бы ошибкой думать, что телевидение уже раскрыло все свои тайны. Непременно впереди нас ждут куда более удивительные открытия. На этом все, дорогие телезрители. Надеемся, сегодняшний выпуск Анатолия был для вас интересным. До скорой встречи и Леклерде Коришейк. Ну а меня вы еще можете знать как ведущую прогноза погоды или Ава Арарета. Селям алейкум, сайгалы телесерджилер, эфирде Ава Арарета, студия Дайсемен, Сусана Рефиева, Чавашам. Дорогие друзья, сегодня в этой студии мы обсуждаем телевещание, и у нас в гостях генеральный директор телерадиокомпании «Милет» Эрвин Мусаев. Эрвин Казимович, вы занимаете эту должность уже более года. Скажите, насколько важна и ответственна работа в этой сфере для вас? Телеканал это большой коллектив, за каждым человеком стоит семья, стоит какие-то их проблемы, сложности, поэтому действительно это сложно, ты отвечаешь за 150 человек, 150 семей, плюс задача телеканала — это сохранение и развитие культуры крымско-татарского народа, это тоже очень сложная задача, потому что не всегда все получается, не всегда все зависит от телеканала, потому что вот мы снимаем, показываем уже те события, которые организовывают другие учреждения, не всегда получается на том уровне, который бы хотелось. Мы работаем над тем, чтобы повысить качество и передач, и программ, и тех событий, которые мы снимаем, поэтому это тоже сложный процесс, связанный с коммуникацией с многими структурами, учреждениями, коллективами творческими. Здесь мы постоянно работаем для того, чтобы делать наш контент, наши передачи, съемки более качественные и радовать нашего телезрителя. Ну, работа действительно не из легких. Рабочий день по 10-12 часов, без выходных, потому что телевидение, оно не отдыхает. Какая работа была вами проведена за это время? Какие изменения ощутил телеканал? Одно из основных достижений, я считаю, что мы пересмотрели многие наши передачи, от некоторых мы отказались, некоторые мы запустили новые, как я уже говорил, такие как Чахладжилаев, Яйла Булю, которые действительно интересны телезрителю, знакомят его с культурой крымско-татарского народа. Многие передачи мы переформатировали, поменяли формат, сделали более динамичные, интересные нашему телезрителю. Давайте заглянем немножко в будущее с вами. Каким вы видите телеканал «Милет» через 5 лет? Ну, я его вижу успешным, сильным, формирующим информационную повестку в республике, показывая интересные события, и вижу его в каждом доме крымчанина, крымского татарина. Хсметылса, оно так и будет. На сегодняшний день телеканалом «Милет» интересуются гости из-за рубежа. Скажите, за время существования «Милета» кто уже посещал нашу студию и какие отзывы о работе телеканала? Ну, за последний год нас посетило более 10 иностранных делегаций. Наш телеканал очень интересен иностранным гостям, потому что у нас действительно, как я уже говорил, особый колорит, который знакомит и крымчан, и гостей полуострова с
культуры крымско-татарского народа. Наш телеканал посетил и глава республики Аксенов Сергей Валерьевич. У нас в гостях был официальный представитель МИДа Захарова Мария Владимировна, которая познакомилась с работой телеканала. Телеканал ей очень понравился, и это знакомство потом переросло в дальнейшем в плодотворное сотрудничество. Представители телеканала были приглашены на различные поездки МИДа за границей. Я лично участвовал в конференции ОБСЕ по свободе слова в Варшаве. То есть это новый этап развития для телеканала, выход на международные площадки. На телеканале «Милет» работает команда профессионалов. Скажите, принимают ли сотрудники участие в каких-либо конкурсах, фестивалях, мероприятиях? Какие места они получают? Ну, мы активно участвуем в федеральных конкурсах, республиканских. Для телеканала было большим достижением, когда в прошлом году 2 журналиста телеканала получили премию «Журналист года» в разных сферах. И это является знаковым в развитии работы телеканала, потому что до этого таких наград наши сотрудники не получали. Также наши сотрудники участвовали, как я говорил, в федеральных различных конкурсах. К примеру, Министерство спорта Российской Федерации отметило наш сюжет про спорт, и мы заняли в одной из номинаций 1-е место на федеральном уровне. Это тоже является очень знаковым, когда работу республиканского канала отмечают федеральные структуры. С уверенностью можем сказать, что мы растем. Да, растем, двигаемся вперед, и это большая заслуга нашего телеканала, наших сотрудников, которые, несмотря на существующие определенные сложности, всегда пытаются делать и делают свою работу качественно и развиваются, идут вперед. Эрвин Казимович, как известно, телеканал «Милет» находится на спутнике Ямал. И для того, чтобы просматривать, необходима установка спутниковых антенн. Как наш телеканал помогает своим телезрителям в установке этих спутниковых тарелок? Ну, мы всегда открыты для нашего телезрителя. Действительно существуют, скажем так, слои населения, которые нуждаются в помощи телеканала. Это социально незащищенные слои населения, где телеканал выступает вот таким проводником и помогает нашим пожилым людям в установке там, или спутниковой антенны, или там ТВ-тюнера для того, чтобы наш телезритель мог качественно смотреть наш телеканал. Работа эта ведется. Хочу также сказать, что нас очень активно смотрит материк, очень активно смотрит Средняя Азия, наши соотечественники, проживающие на территории там, Узбекистана и других стран. И там многие общественные организации ведут работу по установке вот как раз социально незащищенного слоя населения спутниковых антенн, установленных на Ямал, чтобы наш телезритель за рубежом мог смотреть наш телеканал. Под вашим руководством еще находится и радиостанция «Ватан Седасы». Расскажите про ее работу, потому что мы сегодня тоже уверенно можем сказать, что «Ватан Седасы» стало одним из популярных радио у нас на полуострове. Очень приятно, когда ты едешь в общественном транспорте, заходишь в магазин или едешь в такси и слышишь нашу радиостанцию. Действительно, радиостанция очень популярна, ее слушают многие крымские татары и крымчане, потому что наша радиостанция несет восточный колорит, несет колорит крымско-татарского народа. Эта музыка радует слух многих наших слушателей. Сейчас ведется активная работа по расширению вещания нашего радио. Буквально на днях в Черноморском районе жители услышали наше радио «Ватан Седасы». И поступает шквал звонков с благодарностью. Планируем в ближайшее время расширить площадь вещания радио «Ватан Седасы» до 80% охвата населения полуострова. Я думаю, это очень хорошая новость для наших телезрителей и для всех слушателей этой станции. Надеемся, что в скором будущем. Люди ждут, очень надеемся, что буквально месяц-полтора, и мы обрадуем практически всех жителей полуострова. Хсметолса, скажите, по вашему мнению, насколько важны национальные СМИ у нас на полуострове для развития крымско-татарского народа? Основная цель создания средств массовой информации, именно национальных, была это развитие, сохранение культуры. И мы сегодня видим, что эта цель выполняется. Телеканал и радио играют важную роль в жизни крымских татар, в жизни крымчан и является вот таким спутником связи между и правительством, и обычными гражданами, жителями полуострова.
Хорошо, думаю, в канун такого праздника мы можем немножко приоткрыть занавес нашим телезрителям и рассказать, что же их ждет уже в ближайшем будущем, над чем сейчас идет работа. Мы готовим 2-3 новых проекта, которые будут и культурные, и информационно-аналитические, с подведением итогов жизни на полуострове, что позволит расширить кругозор вещания нашего телеканала и знакомить наших телезрителей с новой информацией, с новыми проектами. В том году мы запустили новый проект «Милет Меллиги». Это проект направлен на награждение наших соотечественников, которые работают в разных сферах жизни республики много лет, и, к сожалению, их труд не всегда был виден, не всегда был отмечен какими-то наградами. И мы таких людей находим, знакомим нашего телезрителя с этими людьми и стараемся как-то их поощрить, наградить ценным подарком. К примеру, в том году это был врач с Ленинского района, учитель с Джанкойского района, работник культуры с Черноморского района. Это действительно далекие районы от Симферополя, от столицы, и не всегда вот эти работники разных социальных сфер ощущают на себе внимание каких-то средств массовой информации или республиканских властей. И здесь вот как раз телеканал выступил таким инициатором при поддержке депутата Государственной Думы Бальбека Руслана Исмаиловича. Данные работники были награждены ценными подарками. Телеканал от себя презентовал им дипломы, грамоты, и на новогоднем концерте прошло награждение этих людей. Ну, в этом году мы тоже будем награждать. Да, и в этом году мы планируем повторить эту акцию. Иншаллах, в конце декабря мы проведем опять награждение. Сейчас активно идет голосование на нашем сайте, где представлены номинанты, и общественность выбирает, кого все-таки наградить. И призываю всех наших телезрителей принять участие в этом голосовании и включаться в жизнь работы нашего телеканала и в жизни Крыма в целом. Завершая нашу беседу, хотелось бы от вас услышать, что необходимо делать, над чем нужно работать, чтобы быть для своего зрителя всегда номером один. Ну, как я уже говорил, мы всегда работаем над повышением качества наших передач. Сейчас очень идет активная работа в сфере повышения качества языка наших сотрудников, потому что есть какие определенные пробелы. Активно привлекаем специалистов, которые занимаются с нашими сотрудниками с целью повышения вот именно уровня знаний языка и повышения качества наших передач. В завершение хотел бы поздравить всех работников средств массовой информации с профессиональным праздником, пожелать им творческих успехов. Эрвин Казимович, çok sağ olun за такой продуктивный разговор. Телеканалу «Милет» только процветания, и чтобы все программы были на радость нашим телезрителям. Дорогие друзья, ну а мы вам желаем хорошего настроения. Всегда оставайтесь на телеканале «Милет», ведь мы работаем именно для вас. Салахнин Халнус, до новых встреч!